Ася Бузуртанова, мать 5 детей, обратилась за содействием в предоставлении квоты на иногороднее лечение для сына. Диагноз мальчика – ДЦП. По данным Минздрава Ингушетии, в октябре текущего года соответствующие документы подготовлены и размещены в системе Минздрава России для получения направления в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей города Москвы. Кроме того, согласно принятым нормам, подростку и сопровождающей маме будет обеспечена оплата транспортных расходов. 5 детей у вас? Да. 10. Старшему сколько лет? 2008? 14. Знаете, а там это специализированная клиника? Это Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России. Квота, какие-либо оплаты мы делаем или сам центр? Федеральный центр оплачивает. У нас еще диагностической аппаратуры нет. То есть там в центре, там на месте все. Полностью ЭЭГ, МРТ, томография, общем исходе. Женщины, дети, им сложно ходить, им сложно искать начальников. Вы должны на территории знать, и разбивкой тоже знаете. Но если у вас учета не будет, берите на контроль эту семью. Может, без мужди. Да, наш лот, вахачен, да, мяшал кожи. Хамдат, таван, дат дишер, хадит дави. Понятно? Значит, какие-либо вопросы, если возникнут, значит, прямо обращайтесь, вот, управление по обращению граждан и контрольное управление проконтролирует. И за этим надо просто контроль установить. И это хорошо, что все лекарства есть, которые нужны. Части поручения, район, жмугуш бережно контроль взяли. Понятно? Хамдия. Фатима Марзиева затронула тему капитального ремонта 6-й школы Сунжи. Здание датируется 1961 годом постройки и требует реконструкции. Минстрой Ингушетии сообщил, что работы по ее капитальному ремонту запланированы на 2023 год. Вот это 6-я школа. Сколько учеников? Учится? Да. 676 на сегодняшний день. А школа на сколько рассчитана? На 220 мест. 220. А там не планируется новая школа? Планируется. Когда школа будет готова новая? Новая 720 годов мы строим, и до конца года, декабря, 20 декабря должен закончиться. В декабре 23-го года? Да. Мы в этом году закладывали, заложили, что ремонт. И у нас в декабре следующего года сдастся школа, где мы разгрузим вашу школу. Правильно? Самое главное, чтобы вас ученики уважали, и вы взаимность была. В перечень обращений к главе республики также вошли вопросы благоустройства территории и обеспечения дорожной инфраструктуры, обновления газовых и электросетей. Обращение каждого заявителя Махмуд Али Калиматов изучил детально и внимательно. По итогам бесед с гражданами глава Ингушетии дал соответствующие поручения, определил конкретные сроки исполнения принятых решений. Хава Султыгова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.